Чапаев герой, он соколом рвался с полками на бой. Чебоксарский уезд Казанской губернии Российской империи. Деревня Будайка. Именно здесь, 9 февраля, в 1887 году, в семье Ивана Степановича и Екатерины Семеновны Чапаевых родился шестой ребенок Василий. Василий Иванович Чапаев. Его имя с гордостью носит множество населенных пунктов в Самарской, Саратовской, Оренбургской областях и других регионах нашей страны. Улицы Чапаева есть в сотнях городов и сел на территории России и бывших союзных республик. Мемориальные музеи, памятники Чапаеву есть не только на родине героя в Чувашии, но и во множестве мест постсоветского пространства. Героя помнят, любят и чтут. Недоступный ты для моего разума человек. Один из самых почитаемых героев той эпохи. Василий Иванович Чапаев — это, конечно, прежде всего личность неординарная, наш земляк, он из Чувашии. Чапаев жил на Будайке, деревня такая. Легендарный полководец, которого любили солдаты и которого уважал весь народ. Василий Иванович Чапаев – это наш чувашский герой, комдив Красной Армии, который известен во всем мире. Великий полководец, у него усы есть. Со своей армией пошел, лес, а там его враги поджидали и ранили его. Был самый мужественный воин. Он жертвовал своей жизнью. Василий Иванович Чапаев для меня не просто легендарная героическая личность, а Чапаев для меня – это идеал. Чапаев – это былинный герой. Его характер, его жизнь легла на душу нашего народа. Это не просто один из героев, которых помнят, чтут и ставят памятники. Для большинства людей он стал кем-то или чем-то большим. После войны очень много детей оставалось беспризорных. Им давали разные фамилии, имена. Многим, особенно которые были подвижные, энергичные, им давали такую фамилию – Чапаев. Когда мы в детстве играли, старались себя назвать, вот я Чапаев. А я тоже хотел, видимо, быть похожим на него. Игры у нас на улице проходили именно под девизом Чапаева. Любые мальчишки, конечно же, играют в войну. У нас были лидеры, которые были Чапаевыми. Мне как-то довелось играть Петьку. Я была Чапаевым, мне Анкой-пулеметчицей. Мальчишки были вокруг, играли, ну, скажем так, боевых товарищей Чапаева. А я была Чапаева. Я хочу быть похожим на Чапаева, потому что он сражался за свою родину. Я хочу быть Чапаевым, потому что он смелый, героический, мужественный, не боится ничего и не отступает. Он был героическим, то есть он не боялся. Он верит в себя. Даже когда его подстрелили в плечо, он не испугался. Он сразу начал плыть. Я хочу быть похожим на Чапаева. Я хочу быть Чапаевым. Я хочу быть похожим на Чапаева. Я бы хотела быть похожим на Чапаева.
Кем же был Василий Иванович Чапаев, ставший примером для многих поколений людей? Для меня это человек, который крестился около нашего монастыря. А мы нашли в архиве документы, написано, что храм Вознесения Господня около нашего монастыря крестился Василий Иванович Чапаев. В городе Чебоксары, на улице Первой коммунальной слободы, сохранилось здание монастырской школы, где учился маленький Василий. Он был верующим человеком. Он же пел в церковном хоре. Голос у него хороший был. Даже прислуживал там. Очень набожным был Чапаев. Когда он уходил в бой, то он очень долго молился. И все уходили в это время из избы. Это бабушка рассказывала, потому что она, собственно, сама была свидетельницей тому. Вот на любое важное какое-то дело разговаривала с Богом. Тихо, граждане! Чапай думать будет! В 1897 году в поисках лучшей доли семья Чапаевых переселилась в более благополучные места Нижнего Поволжья, в село Балаково Николаевского уезда Самарской губернии. Поселились Чапаевы у реки Леневки на окраине деревни, в местечке под названием Сиротская Слобода. Конечно, я очень волнуюсь. Когда я понимаю, что касались руки моей бабушки, которая драила тут полы и вообще прожила тут довольно долгий период. Десятилетний Василий присматривал за скотиной, помогал по хозяйству. Здесь Чапаев начал учиться в церковно-приходской школе, но окончить он ее не сумел. Я ведь только 2 года как грамотить знаю. Самоучка. Так впоследствии напишет Василий Иванович Чапаев в анкете в графе «Образование». За драку в школе Чапаева посадили без верхней одежды и обуви в карцер, каморку наверху старой пожарной каланчи. В щелях ее стен была видна улица и свистел ветер. Морозы стояли крещенские, лютые. Чувствуя, что замерзает, Василий выбил окно и выпрыгнул с огромной высоты вниз. Он выпрыгнул, переломал себе ноги, и на этом вся учеба закончилась. Вот это я точно знаю, это бабушка мне рассказывала. Выздоровевшего Василия отец стал привлекать к своему ремеслу. Именно с этим плотницким ящиком, ныне хранящимся в доме-музея Чапаева в Балаково, Василий каждое лето с артелью отца ходил по деревням Николаевского уезда. Строили дома, амбары и даже деревянные храмы. Некоторые дома стоят и по сей день. Вот, например, этот дом на улице Чернышевского в Балаково построен Чапаевыми. В июле 1909 года Василий Чапаев обвенчался с дочерью балаковского священника Пелагеей. Вот это серьга Пелагеи, брачная серьга. В августе 2010 года в семье родился сын Александр. Через 9 лет дочь Клавдия, затем еще один сын Аркадий. Началась Первая мировая война. И 20 сентября 1914 года Чапаева призвали в армию. В декабре Василий Иванович был отправлен на Юго-Западный фронт. 4 января 1915 года его зачислили в Белгорайский полк 86-й дивизии. Уже в июле он стал младшим унтер-офицером, осенью – старшим, а в июне 16-го – фельдфебелем. Ему удалось дослужиться до высших чинов, которые вообще доступны выходцам из простых семей. Этот человек полный кавалер Георгиевского креста. Я думаю, что в царской армии просто так эти награды не давали. В наградном приказе 16 года о представлении Чапаева к Георгиевскому кресту второй степени было особо отмечено, что, будучи опасно ранен, он вернулся в строй и снова принял участие в бою. Он и в разведку ходил, он владел немецким языком свободно, об этом нигде не пишут. Это была команда полковых охотников-добровольцев, выполнявших особо опасные задания.
Летом 1917 года фельдфебель Чапаев разочаровался в анархизме и стал большевиком. Это было уже в Николаевске, куда он прибыл из госпиталя после очередного ранения и был назначен в 138-й пехотный полк. После Октябрьской революции солдаты полка выбрали Василия Ивановича полковым командиром, и все вступили добровольцами в Красную гвардию. С сентября 1818 года Чапаев уже был во главе дивизии Николаевских полков, наступавших на Уральск. А здесь он со своими сослуживцами, с которыми он воевал, еще отряд был, еще не дивизия. Василий Иванович, а ты армией командовать можешь? Могу. А фронтом? Могу, Петька, могу. А всеми вооруженными силами республики? Малость подучиться. Смогу и вооруженными силами. В ноябре 1818 года Чапаев направлен на учебу в Академию Генштаба, но уже в январе отпросился на фронт. Всю страну уже охватило пламя гражданской войны. Вот хреновина. Ну, прямо карусель получается. Белые пришли, грабят, красные пришли, грабят. Ну, куды христианину податься? В марте 1919 года Василий Иванович был назначен командиром 25-й стрелковой дивизии. В боях против Колчака он снова был ранен и награжден высшей боевой наградой тех лет – орденом Красного Знамени, а его дивизия, первой из воинских частей, получила почетное Красное революционное знамя. Если вот брать русскую военную историю, многие рядовые солдаты называли себя по именам своих командиров. Вот, мы суворовцы. Точно так же чапаевцы с гордостью называли себя. Мы чапаевцы. Его очень любили бойцы и очень дорожили его мнением. Это я знаю по чапаевцам, которых я лично видела. Вот, и они говорили, попасть в немилость к Чапаеву, это самое страшное было. Наказание в жизни для нас. В вооруженных силах есть звания, есть должности. Вот когда солдат называет любого командира батей, вот это вот самое главное звание, он любил солдата. И это сторицей воздавалось ему как командиру, которого любили, за которым шли в бой. Напуганные успехами Чапаевской дивизии белогвардейцы много раз пытались уничтожить Чапаева. 5 сентября 1919 года отряд генерала Бородина сумел незамеченным подойти к Колбищенску. В результате операции было убито около 1500 человек. Около 700 красноармейцев было взято в плен. Василий Иванович Чапаев погиб. Со смертью героя наступило бессмертие. Каждый появляется в свою эпоху. Люди приходят тогда, когда они нужны. И появление Василия Ивановича именно в ту эпоху, наверное, это было так надо. В 1923 году выходит роман бывшего комиссара Чапаевской дивизии Дмитрия Фурманова «Чапаев». Первая из 1000 публикаций о Василии Ивановиче. Летом 1932 года братья Васильевы приступили к съемкам фильма «Чапаев». Не желая копировать Чапаева, мы воссоздали его образ. Так говорили о своей работе режиссеры. 5 ноября 1934 года в Ленинградском кинотеатре «Титан» состоялась премьера фильма «Чапаев». Фильм стал настоящим событием в жизни всей страны. Фильм я увидел
первый раз перед войной. Этот фильм вообще всех потряс. Чапаев шел на экране почти постоянно. И по 100 раз смотрели, бегали этот фильм. Наше поколение, мы упивались ведь фильмом. Первый раз я смотрел фильм еще 70-е. Первый раз пацаном я фильм этот посмотрел в 1948 году. Фильм произвел такое потрясающее на нас впечатление. Радость была, возгласы в зале были. У нас, да не только у детей, у всех взрослых. Ура, ура, ура. Да, в финале плакали. Весь фильм люди разобрали на кусочки, поговорки, пословицы, чапаевское выражение. И до сих пор некоторые выражения бытуют в народе. Даже за границей, вот когда я был в Штатах, там фильм Чапаев шел и очень большой популярностью пользуется. В 1964 году фильм был восстановлен. Произведения советского киноискусства. Зрители, собравшиеся в кинотеатре «Россия», тепло приветствовали киноработников, артистов, съемочный коллектив фильма. Дочь легендарного полководца. Чапаев снова на экране. Постоянно просматривая, придает какую-то силу и энергию. Поэтому фильм для меня настольная каждодневная книга. Этот фильм и по сей день не сходит с экранов. А Чапаев в исполнении Бориса Бабочкина один из самых всенародно любимых героев в истории нашего кино. Бабочкин сыграл его очень здорово. Недаром он жаловался мне, когда я его встретил на киностудии. Он мне сказал, меня уже не воспринимает ни в каком виде, ни в одном фильме, ни в театре. Все время меня видит одного человека. Бабочкин прекрасно сыграл эту роль, просто великолепно. Воспринял Чапаева как своего родного, близкого человека и сумел создать этот образ. В самой личности человека добавилась его мифическая, мифологическая какая-то часть. Большинством он сейчас воспринимается именно как созданный образ. Черный ворон. Черный ворон, что ты вьешься надо мной, ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой, ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой. Из Чапаевской дивизии вышло очень много известных людей. Гашек был у него, Панфилов, Ковпак, маршал Хлебников. Он оставил блестящую плеяду своих учеников, которые уже на полях сражений показали, насколько школа Чапаева великолепна. На этой фотографии изображен первый комиссар уже после гибели Чапаева, Горбачев, вместе с сыном Василием Ивановичем, моим отцом Чапаевым, маршалом Хлебниковым. Вот Аркадий Чапаев, он был летчиком, большим другом Чкалова. Здесь вот уже отец на войне. Первые дни войны под Москвой, 41 год. Дела Чапаева, может быть, не закончены, а может быть, как раз вспоминание его подвиг, его дела. Может быть, в нем будем искать и увидеть человека, который не разделит общество на две кланы, да? Красный, белый, а может быть, который в конце концов будет и объединит. Дело Василия Ивановича живет сегодня. Мы сами воспитывались на этом примере, наши дети знают. В 2014 году исполнилось 80 лет выхода в свет фильма «Чапаев». Мы пригласили всех прямых потомков. Мы пригласили родственников Бориса Андреевича Бабочкина, который играл главную роль в фильме «Чапаев». Мы провели замечательный вечер, посвященный 130-летию со дня рождения Василия Ивановича Чапаева. Организовали Чапаевскую лыжню, которая была закрыта в 50-е годы. И вот впервые ее опять открыли. Уже 5 лет подряд, 9 февраля, в день рождения Василия Ивановича Чапаева, в Сокольниках проводим лыжные соревнования. Мы их так и обозначили. Чапаевская лыжня. Ведь Чапаев, он не один. Это целое движение чапаевцев. Я бы хотела, чтобы все знали о том, что он родился в Чувашии, в
Чебоксарах. Я благодарна народу. Низкий поклон за это. Когда люди помнят, все ушедшие живут. В памяти он живой у всех у нас. Мы его все время вспоминаем. Конечно, жив. Чапаев жив в наших сердцах. Мы общаемся с ним, говорим с ним как живой. У Бога все живые. Ну, конечно, живой. Василий Иванович Чапаев действительно помогает. Вот туго, вот уже не знаешь, к кому обратиться там с каким-то вопросом, с помощью. Обращаешься, Господи, Василий Иванович, помоги. Помогает. На сегодняшний день Василий Иванович является именно примером для подражания, для молодежи. Память, она у народа глубокая и долгая. Вспомним наших былинных героев Илью Муромца, Добрыню Никитича. Также будут помнить и Чапаева, я думаю, он как былинный герой будет в памяти оставаться. У нас чуваши, это, безусловно, это наш национальный герой. И здесь его точно не забудут. Очень характерно, что сегодня и младшее поколение знает Василия Ивановича Чапаева. Я горжусь своими детьми. Они учатся на образе Чапаева. Чапаев для нас живой. Некоторые даже верят в то, что он когда-то приплывет. О, смотрите! Вперед вы, товарищи, не смейте отступать! Чапаевцы смело привыкли побеждать! Вперед вы, товарищи, не смейте отступать! Чапаевцы смело привыкли побеждать! Блеснули клинки, мы грянули «Ура!» И, бросив окопы, бежали юнкера! Блеснули клинки, мы грянули «Ура!» И, бросив окопы, бежали юнкера!
Германии, он сон